На столе чернильница и перьевая ручка, свертки с черновыми записями великих писателей. На открытии недели русского языка и литературы все атмосферно и со вкусом. И вот сам Александр Сергеевич считает свое произведение, получившее позже мировое признание. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь над Иготом. И днем, и ночью кот ученый, все ходит по цепи кругом. Именно это стихотворение тоже мне очень понравилось. Когда я читаю его рассказы, я прям вживаюсь в роль этих персонажей, а также об их диалогах. Очень интересно бывает. Роль великого русского классика Александра Пушкина играет восьмиклассник Рашид Чапанов. Молодой человек и сам пробует себя в творчестве. В его копилке авторское произведение под названием «Тайная шкатулка» про невероятные приключения мальчика Пети. В будущем Рашид мечтает стать врачом. Однако свои стремления посостязаться в таланте с настоящими акулами пера оставлять не намерен. В зале все оценили, насколько молодой человек вжился в роль основоположника современного русского литературного языка. К наукам, книгам, просвещению стремились все мои друзья. Что же вы, потомки, натворили? Во что язык наш превратили? Куда исчез высокий слог? Кругом попса, тусовки, рок. Уж не нужна литература, век смс-ок и гламура. Хоть я из самых честных правил, как взял бы розги и вот их, учить бы заново заставил великий русский наш язык. Директор школы перерезает красную ленточку. Дети цитируют выученные на зубок крылатые выражения великих писателей о великом и могучем. Подготовились к торжественному открытию недели русского языка здесь на высоком уровне. Константин Паустовский. С русским языком можно творить чудеса. Нет ничего такого в жизни и в нашем сознании, что нельзя было бы передать русским словом. Нет таких звуков, красок, образов и мыслей, сложных и простых, для которых не нашлось бы в нашем языке точного выражения. Пушкин, Чехов, Гоголь, Лермонтов, Грибоедов, Толстой. Чтобы перечислить всех классиков русской литературы, уйдет очень много времени. Но все они, как один, своими произведениями твердили: берегите чистоту языка, как святыню. Мадина Кациева уже 28 лет учит детей правильно говорить и писать на великом и могучем. Причем все эти годы в той же школе, в которой и сама училась. Признается, любовь к русскому языку у нее зародилась еще в самом детстве. Она уверена, на ингушском народе двойная ответственность, потому что в его жизни два самых важных языка – русский и ингушский. Как и положено, учитель очень много читает, но отмечает, что в ее душу особенно запало творчество двух авторов – ингушского писателя Идриса Базоркина и великого русского поэта Александра Пушкина. А хорошим показателем в своей работе считает то, что 3 ее ученика стали победителями региональной олимпиады по русскому языку. Уверена, подрастающее поколение должно большое внимание уделять изучению языка. На русском языке они сегодня сдают экзамены. ЕГЭ, мы знаем, сдают 9 класс, ОГО сдают. Естественно, они должны знать, даже, можно сказать, на отлично этот предмет. Потому что это действительно основной предмет, я считаю. Наши детей ждут интересные уроки, конкурсы, увлекательные мероприятия, и призы и подарки их ждут. Открытые уроки, брейн-ринги и различные конкурсы по русскому языку в школе будут длиться целую неделю. И такое красивое торжественное открытие декады русского языка, которое провели эти дети, дает большую надежду на то, что великий и могучий они будут любить и беречь, как завещали нам те, перед кем сегодня снимает шляпу все мировое литературное сообщество. Анастасия Шишина, Султан Магушков, Магаз 24.